На Гумистинском мосту сегодня холодно и дождливо, так же, как и 27 лет назад. С фотографий смотрят молодые лица. Все они сыновья, мужья, отцы, погибшие здесь, на линии фронта, во время мартовского наступления. Мемориальную доску в память об Эрике Айба открывает его двоюродный брат Вианор с двухлетним сыном на руках, тоже Эриком, названным в честь дяди-героя. Эрик был одним из тех, кто приблизил долгожданный миг победы. Когда началась война, он, студент 5-го курса Ростовского университета, не раздумывая, приехал в Абхазию. Он с детства был очень отважный, храбрый. Вообще бесстрашный был парень. Сразу бросил учебу, вернулся на родину. И наравне со своими сверстниками ринулся в бой. Ихняя группа находилась тогда в Пицунде, и у них тогда, видимо, было задание. Они собирались ночью, он зашел домой, со всеми попрощался и ушел. Это последний раз, когда я его видел. Мартовское наступление – одна из самых трагичных страниц в Отечественной войне народа Абхазии. 15-16 марта 1993 года войска абхазской армии предприняли крупномасштабную операцию по освобождению Сухума. Подразделения переправились на левый берег Гумисты, где завязали бои за овладение стратегически важными высотами. Однако после ожесточенных сражений абхазские бойцы были вынуждены отступить. Многие группы оказались в окружении и несколько суток держались на левом берегу. В числе тех, кто переходил бурные воды Гумисты, был и 2-й мотострелковый штурмовой батальон, в котором служил Эрик Айба. Это было с 15 на 16 марта. Перешли 2 часа ночи, переправа речку. Река, конечно, была поднятая, но мы это все преодолели. И вот бой приняли 2 часа ночи. Попали в минное поле, ребята очень многие легли, кто без ноги, кто жизнь. И, к сожалению, Эрика мы там потеряли. И таких, как Эриков, очень много. Но духом никто не имел права падать. Почему? Потому что мы знали, что Абхазия наша. На родной земле и родные страны помогают. Мы духом не падали, воевали до конца. Мужество, проявленное абхазскими бойцами в мартовском наступлении, навсегда останется в истории Абхазии. Еще одна мемориальная доска станет символом вечной памяти о бесстрашном воине Эрике Айба, отдавшем жизнь за свободу Родины. Эсма Голанзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.